вот это противостояние, навязанное нам СМИ, между якобы Кремлем и США, это полная ерунда. То есть его нет, этого противостояния? Его, конечно, нет. Это давно партнеры по бизнесу, по семьям, все настолько переплетено там, что я не зря, я это говорил с Майдана. Это все управляется с одного кабинета. И на самом деле речь не об этом, а речь о том, что сама система так называемых национальных государств, национальных суверенитетов, установленная, дай бог память, почти скоро 400 лет назад, она себя изжила. В мире правят транснациональные корпорации. В мире правят частные армии, частные военные компании. Какие-либо интересы государств, России, США, Франции, Германии, давным-давно, понимаете, легли в угоду транснациональным корпорациям. А им вот эти все национальные границы, государственные администрации, выборы, перевыборы, они им вот тут сидят. Они мешают дальнейшему обогащению, они даже мешают техническому прогрессу, они мешают глобализации, они мешают всему. Но как их уничтожить, как снести саму систему национальной государственности? Можно, конечно, долго, эволюционным путем, а можно революционным. Как снесли Ливию, как снесли Сирию, как сегодня родили ИГИЛ, да? Это территория, на которой вообще нет никакой государственности, но она уже огромная, она уже пожрет Ирак. Ирак, он уже сегодня обратился за помощью Китая и России, говорит, все, США нас предали. Они не предали, это план. Поэтому, а в Европе, но ИГИЛ там и все прочее, Африка, это не так страшно. А сносить государственность нужно прежде всего в Европе, там же, где она родилась. Она родилась в 1648 году в Вестфалии, да? Так называемая система Вестфальских соглашений. Значит, где родилась, там и сносить. Но как Бисмарк, помните, в 17 году, не Бисмарк, кто-то из великих немцев сказал, что да, социализм хорошая штука, говорит, но для того, чтобы его построить, давайте выберем страну, в которую не жалко. Вот выбрали Россию, тогдашнюю Российскую империю. Сейчас выбрали Украину. А сейчас выбрали Украину, чтобы откатать модель сноса государственности как таковой.